Мы находимся на Ленина 1. За мной находятся люди, которые участвуют в гражданском форуме в городе Якутске. В нем участвуют активные граждане и представители НКО, некоммерческих организаций. Суть этого форума – это обучить НКО и граждан участвовать. Вот сейчас в данный момент идет фонд президентских грантов. Их обучают, учат, как правильно это делать и воплощать свои идеи в жизнь, чтобы их идеи были как бы обеспечены финансами. На сегодняшний день зарегистрировано 320 человек. И сейчас вы увидите, послушайте немножко, что там говорят. Какие-то позитивные, наверное, с верой на будущее. А вот можно слайд впереди, который до этого. До этого это про инновации. Это про то, что нам нужно обучаться, для того, что нужно участвовать в событиях, для того, чтобы из-под лежачий камень вода не течет. Если мы не меняемся, если мы не развиваемся, не повышаем свой профессиональный уровень дальше, дальше, дальше. Я просто хочу вам показать наши координаты. Да. И мы обычно, вот нет, обратно вернемся. Да. Мы будем рассуждать, с вами будем встречаться. Все, кто хочет к нам прийти на как бы вторую часть нашего инкубатора, она будет проводиться. Мы это будем делать в летний период, сейчас думаем, это июль или август. Но нам интересно, чтобы вы как бы порассуждали с нами, какими компетенциями должен обладать социальный поставщик, какие услуги оказывать, какими ресурсами владеть. Без ресурсов очень сложно, но найти их можно. Координаты ваши можно? Да, и следующий слайд, это наши координаты. Можно подробнее, вот вы говорили 60 тысяч на что? Да, вот сейчас это мероприятие, это семинар, он проходит в рамках инкубатора. Да? Инкубатор это взращивание. Если у вас есть желание стать будущим поставщиком соцуслуг, да, то вы просто к нам подойдете, мы запишем вас, и вы будете. Вы в Якутске живете? Нет. Ну так, а вы из Арктики? Да. Ну вот тогда будем вот онлайн. Мне бы хотелось просто с вами поработать хотя бы для развития. Координаты, звоните, пишите. Вам понравилось, нет? Очень даже. Очень Здорово, да. А что повезло вам? Ну, она все рассказала про как создать, как стать вообще вот этими, как называется? Общественными деятелями, наверное. Да нет, сейчас в регистр, да, в регистр попасть, да. И стать уже социально ориентированными общественными организациями. А вы откуда сами? А мы с общественной организации Всероссийского общества охраны природы. Спасибо. Пожалуйста. Я смотрю, здесь у нас еще наши подопечные, друзья. Линия жизни, правильно? Здравствуйте. Как вам первый день форума? Ну, мы рады вообще, что посетили, конечно, какие-то новые вещи для себя мы услышали, несмотря на то, что мы работаем уже как бы достаточное количество лет, да, здесь в регионе, нет, около 5, около 5, да. То есть услышали, первая часть у нас делал доклад начальник управления с Министерства юстиции Буханов Александр Александрович, а вторую часть у нас вот презентовала Вешникова Ольга, отчество, к сожалению, я забыла. Вот она рассказывала про
то, как стать поставщиками социальных услуг, и про точки роста для социально ориентированных НКО. То есть много здесь было представителей с разных вузов и даже арктические, ну, то есть она спрашивала. Поэтому я думаю, конечно, такие форумы нужны периодически. Ну, может, не форум, может, обучающие курсы. А они проводят периодически в виде семинаров, да, и практикумов, как я поняла, для НКО. То есть, ну, у них понятно, что направление, они больше работают с детьми, да, фонд «Семья для ребенка», поэтому они, НКО, которые работают в их сфере деятельности, приглашают, призывают, обучают, мотивируют на то, чтобы создавали люди НКО. Ну, на самом деле же обучается, как попасть в фонд президентских грантов, найти общественное финансирование от государства, правильно? Здесь мы только вскользь коснулись как бы вот этой вот темы. Сейчас пойдем на последующие форумы, да, семинары, то есть в разных залах для себя люди определили приоритетные направления, то есть мы дальше двигаемся по отчетности НКО, ну а все остальные там кто куда, кому что интересно. Ну, то есть мы узнали о том, что есть, ну, как у нас говорят, иногда НКО создаются для определенного вида социальной деятельности, а здесь, оказывается, можно развиваться. Можно развиваться, конечно, можно существовать там в виде холдингов, то есть это коммерческая организация и некоммерческая организация, для того, чтобы, если есть, ну они и есть у НКО проблемы с финансированием, этот проект не потерялся, не прекратил свое существование, нужна поддержка, и она не всегда бывает вовремя получена от каких-то органов государственной власти, да, или местного самоуправления, для того, чтобы у инициаторов проекта некоммерческого были средства для реализации своих идей и претворения их в жизнь. Поэтому, если это будет, человек будет уметь зарабатывать деньги и реализовывать какие-то проекты социальные, ну, это будет здорово. Завтра же второй день тоже будет? Да, конечно, завтра будет по большей части мероприятия у нас в общественном центре, то есть мы на весь день тоже планируем. Ну, то есть он вам помог? Конечно, конечно. Как, я так понимаю, это организаторы, да? Как форум проходит? Отлично. Отлично. Не, ну я вот тут обычно, знаете, это как на аудиторию приходишь, особенно на лекции студентов, если не интересно, что они делают, спят, например. А сейчас как вам вот эта аудитория, которая произошла? Сама причем? Мы организаторы этого семинара. Выход социально ориентированной некоммерческой организации на рынок социальных услуг. И по сравнению с другими площадками у нас очень активно прошло. То есть есть потребность людей, некоммерческой организации, социальных предпринимателей на образовательные мероприятия, так скажем. Ну и сегодня показалось, что люди действительно многого не знают, да? Не информирован, но то, что они приехали с районов, с отдаленных и участвуют, тут была Арктика, очень много людей. Это говорит о том, что у людей есть потребность. Спасибо, спасибо. Здесь сразу идет, видите, можно подойти вот к лектору и какие-то вопросы. Вот лектор, интересный разговор. И хотелось бы, да. Вот чем вас заинтересовало вот эти вопросы лектора? Ну, заинтересовало то, что вообще нам нужно развитие дальнейшее, естественно, да, и вот сейчас вот в рамках форума ищем новую подпитку, информацию, скажем так, как можно дальше развиваться. Нижнеколымский район, детская общественная организация «СТИМ». Татьяна. Ага. Татьяна Тырылгина. Тырылгина Татьяна Евгеньевна. А вообще, вот сегодня я заметил много народу. Все часто лекции читаете такие? Ну, вообще, да.
Это моя работа. А как аудитория вот всех спрашивает? Но аудитория очень такая благожелательная, открытая, и прямо чувствовала, что они хотят получить знания. Они не просто пришли, потому что мимо проходили или потому что форум, и вот они зашли. Я надеюсь, что была информация полезна, какая-то актуальна, а что-то может заставить нас задуматься. А вы не можете продиктовать, пользуясь тем, что в прямом эфире, куда можно по интернету зайти, может, что-нибудь узнать? Ну, вы можете зайти на сайт фонда «Семья для ребенка», на наш сайт получить всю информацию. Во-первых, где мы расположены, чем мы занимаемся. Кстати, как вас зовут? Меня зовут Ольга Вешникова, генеральный директор фонда «Семья для ребенка». И мы находимся в общественном центре 702 кабинет. Вообще вот такой фонд, он имеет для таких людей большое-большое значение. Я не знаю, меня учили так. Если ты владеешь какой-то информацией, которой можешь поделиться, надо делиться. Если ты жадничаешь и этой информацией не делишься, то это не очень хорошо. Спасибо. Вот меня так учили. Спасибо, спасибо. Мы сейчас постараемся перейти в другую аудиторию. Сейчас там еще одна лекция будет. Если у нас получится там поговорить, то мы вам все покажем.